Здравствуйте, дорогие телезрители. В нашей студии гость Нанба Джансух, министр по налогам и сборам. Это один из центральных органов, уполномоченных по работе за исполнением закона о декларировании доходов, коротко его так назовем. И в зале присутствуют журналисты различных СМИ Абхазии. Вкратце, наверное, сперва вы расскажете, как идет работа по исполнению этого закона. Товарищи журналисты, я думаю, потом будут вам задавать вопросы. Можно сказать, что журналисты сегодня уже включились в борьбе с коррупцией. Кстати, во все времена журналисты вели эту работу, и многие из них такой дорогой ценой, иногда ценой жизни, боролись с коррупцией. Джансух Эдуардович, Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение. Если вы позволите, так как повестка нашей сегодняшней встречи – это закон о декларировании доходов, расходов, имущества, обязательств имущественного характера государственных чиновников и депутатов, то, наверное, будет интересно, если я в порядке такого предварительного отчета расскажу о проделанной работе, о том, каких результатов нам удалось добиться уже сегодня, ну и, наверное, порассуждать на тему дальнейшего будущего исполнения данного закона. Как вам известно, в соответствии с действующим законом 31 августа закончился срок предоставления информации от декларантов. 31 числа в 00 часов 00 минут нашими специалистами был закрыт технический доступ к нашему сайту. То есть после данной операции каких-либо сведений добавить в нашу базу данных электронную никакой технической возможности нет. Если говорить о, так скажем, статистических показателях, могу сообщить следующее. На 31 августа сдали декларации 1438 декларантов. Хочу уточнить, что речь идет именно о количестве декларантов. Но мы с вами знаем, что декларант обязан заполнить декларацию как за себя, так и за членов своей семьи. Я говорю о количестве декларантов. Далее, нужно отметить, что всего запросили и в установленном порядке получили доступ к нашей электронной базе 128 организаций. Первое, на что хотелось бы обратить внимание. Количество организаций, которые должны были запросить доступ к нашей электронной базе и, соответственно, внести свои данные, гораздо больше. 411 бюджетных организаций и порядка 140 организаций, это унитарные предприятия и различные учреждения государственные, не относящиеся к бюджетной сфере, но тоже в соответствии с законом, попадающие под подачу деклараций. Наверное, я повторюсь, но хотелось бы рассказать, как развивались события. Все мы с вами помним, что этот закон был принят в июне месяце. И, соответственно, наши полномочия, так скажем, появившиеся с момента принятия закона, заставили нас в оперативно, очень экстренном порядке принимать те или иные решения в части его исполнения. Скажу сразу, было очень сложно. Было сложно технически, было сложно, потому что, откровенно говоря, никто не был готов к исполнению данного закона. Но, на мой взгляд, на данном этапе Министерство по налогам и сборам с поставленной задачей справилось достаточно неплохо. Могу охарактеризовать
работу уполномоченных сотрудников как достаточно высококвалифицированную, то есть несмотря ни на какие, так скажем, ограничения по рабочему времени, ребята, которые занимались и были, значит, вовлечены в этот процесс, и в выходные дни выходили, и в нерабочее время оставались, за что хочу выразить благодарность. Одновременно с этим хочу также выразить благодарность общественности вот, в лице Астамура Какалия, его друзей, которые приходили к нам. Мы обсуждали вопросы, возникающие. Скажу вам откровенно, иногда, значит, наши беседы перерастали в такой эмоциональный фон, но это, как говорит, о уровне доверия и открытости, значит, наших взаимоотношений. Поблагодарить их хочу за то, что именно они, на мой взгляд, оказали существенную помощь в части обращения внимания нашего общества, должностных лиц, которые должны заполнять соответствующие декларации, на, так скажем, важность происходящего процесса. Изначально, значит, мы вот, по-моему, в этой студии тоже обсуждали этот вопрос. Обсуждались технические вопросы, обсуждались вопросы, которые возникают в части исполнения данного закона. Хочу сказать следующее. В принципе, все возникавшие вопросы нам достаточно оперативно удавалось решать. То есть на данном этапе основная задача, которая стояла перед нами, сформировать электронную базу данных в том виде, в котором, значит, в котором требует от нас закон. Напомню, что этот вид опубликован на сайте, он отличается от самой декларации. По этому поводу тоже у нас были дискуссии, споры. Хочу проинформировать, что нами было направлено 10 августа письмо на имя спикера парламента, значит, Валерия Ремеевича Кварчия с, значит, просьбой озвучить и донести до нас позицию парламента Республики Абхазия в части вот, неоднозначного толкования некоторых моментов, которые возникают. Это несколько лет продолжалось, и всю эту вот работу, проводимую с Астамуром Какалией и его соратниками, в общем, освещали различные СМИ, и ГТРК в том числе. И я помню, вот последние тоже вот месяца полтора назад, да, по-моему, обсуждались вот эти моменты, и спорные всякие. Ну, приступим к вопросам. Эхо Кавказа, эхо Абхазии. Ну вот в законе говорится о госчиновниках и депутатах. Подразумевается парламент Абхазии. То легче всего, наверное, посчитать, их 35 всего. Все ли они представили декларации? Если не все, то кто не представил? Вы знаете, по предварительным данным мы сейчас ведем точную, как бы, выверку по количеству сдавших, да, в частности. По моим данным, все депутаты, все 35 человек декларации сдали. Значит, эти данные у нас сейчас, значит, анализируются. Соответственно, мы не можем выделить только депутатов и остановиться, да, на них. Мы проводим работу в первую очередь по тому факту, который я озвучил. Из 400 с лишним организаций предоставили декларации только 128. Мы сейчас будем выверять этот список на предмет, объясню. Есть различные зарегистрированные, так скажем, государственные унитарные предприятия, может быть, учреждения государственные, которые фактически существуют только на бумаге. Никакую деятельность не ведут, может, там даже нет директоров, должностных лиц. Вот с этим мы всем будем разбираться. Вот. А в части депутатского корпуса, надеюсь, всем технически удалось
зайти на сайт, посмотреть, то есть декларации опубликованы, декларации на депутатов и членов семьи. Шансух Эдуардович, можно от ГТРК я вас прошу? Так. Вот, в законе там написано, что все эти данные должны быть опубликованы, размещены на сайте Кабинета министров и опубликованы в газетах. Я понимаю, если человек идет кандидатом в президенты или там, в депутаты, эту информацию надо показать всей общественности, но не идет ли это вразрез с законом о защите персональных данных граждан? То есть почему вот рядовой чиновник, любой, должен, все его данные должны быть опубликованы и размещены на сайтах? Как вот? Ну, в этом-то и вопрос, почему мы и написали официальное обращение спикеру. Да? Вопрос касается именно, так скажем, перечня, опубликованного на сайте. Дабы не нарушить закон, мы обратились и надеемся, что получим какую-то официальную позицию законодательного органа. Это очень тонкий вопрос, который на самом деле у юристов мнения в этом вопросе расходятся. На мой взгляд, если нам будут даны пояснения какие-либо, да, или озвучена позиция законодательного органа в этой части, мы строго будем соответствовать тому, что до нас доведут. Вопрос касается статьи 8. Да. Там противоречие в части 2 и в части 3. Да. То есть часть 2 статьи 8 гласит, что декларация должна быть опубликована на сайте МНС, других органов, и размещена, значит, в газетах. Часть же 3 уточняет и дает исчерпывающий перечень информации, который, значит, должен быть опубликован на сайте. Хочу сказать, что с точки зрения контролирующего органа, да, которым мы себя можем назвать в рамках данного закона, для того, чтобы проводить соответствующие контрольные мероприятия в случае необходимости, для нас, безусловно, будут необходимы все данные, которые указаны в декларации. Ну, понятно. Вот. В этой связи у нас есть, мы, кстати, обсуждали эту тему со Стамуром, и я здесь полностью согласился с ним, что было бы удобно, было бы эффективно. Я считаю, что надо идти по такому пути формирования общей электронной базы, конечно. которая будет содержать все данные из декларации, но она будет доступна только соответствующим правоохранительным органам или уполномоченным органам, которые в той или иной степени имеют отношение к этому закону в части его исполнения. По данному вопросу мы тоже провели уже соответствующие консультации с IT-специалистами. Нам предложено несколько вариантов технического решения данного вопроса. Уже приблизительно озвучена смета данных расходов. И мы, значит, вот сейчас идет как раз период формирования бюджетных смет, уже закладываем эту сумму на будущий год, чтобы, ну, все мы понимаем, да, что любое, тем более такое серьезное дело, как говорится, с самого начала все идеально пойти Ну не да, может, это да, всегда возникают всегда. вопросы, но мы настойчиво намерены развивать эту тему и планируем в будущем получить вот такой инструмент, то есть техническую возможность предоставления всем уполномоченным правоохранительным органам соответствующий доступ к полной базе декларации. Ну, если человек идет кандидатом там, в депутаты или президент, это его личное дело, он соглашается с тем, что Да, его информация будет доступна всем, но каждый, я считаю, не должен сверкать там, на Ну сайтах. вот в том-то и дело, Это что он становится мнения мишенью для расходятся, различных... мнения расходятся. Хотелось бы, чтобы закон не имел как бы нескольких пониманий, значений, чтобы это было понятно, четко для всех, без каких-либо сомнений.
Астамур Какаля, вот, участник инициативной группы. Вы только что упомянули, Джансух Эдуардович, что будут заложены в бюджет суммы на то, чтобы создать электронную базу, которая позволит службам, в том числе вот, вашим инспекторам, видеть детали. В нашем законе, в общем, всеабхазском, часть 8 гласит, данные декларации не являются конфиденциальными данными, за исключением государственной тайны и иной охраняемой законом тайны. С чем связано такое бережное отношение наших властей к тому, чтобы, не дай бог, никто не узнал адрес объекта торгового, адрес полуразрушенных руин? Зачем тянуть это все до Нового года? Ну, я постараюсь, Астамур, ответить на ваш вопрос. На самом деле, вот буквально пару минут назад Гарри задавал вопрос в части персональных данных, защиты и конституционных прав личности. Защиты от кого? От проверки? Не от проверки. Не от проверки. Нет, Речь от всеобщего доступа. Закон вменяет в обязанность проверить совершенно верно. данные. А если вы будете защищать эти данные от проверки, то их невозможно будет проверить. Ваши инспектора сегодня не могут проверить персональные данные. Прокуратура не может, СГБ не может, МВД не может. По сути, службы лишены права проверки, не видят детальной информации. Об этом я и говорил. То есть я говорил о создании электронной базы, которая будет содержать всю информацию из декларации, но с одним условием, что эта база данных будет не публичная, а для уполномоченных органов и сотрудников, соответственно, этих уполномоченных. Речь об этом. Не в Речь свободном идет об этом. доступе, вот Естественно, главный речь момент. об- Если соответствующие пояснения по действующему закону будут доведены до нас, как до исполнителей, и нас, грубо говоря, обяжут публиковать, соответственно, все, что есть в декларации, мы, безусловно, будем. Процесс начат. Более того, проведена достаточно большая работа. Данный вопрос, учитывая, что опыта-то у нас не было в решении таких вопросов, затребовало это определенных и трудовых ресурсов, и финансовых, и были привлечены соответствующие специалисты. То есть нам нужно понимать, вы же понимаете, 21 век. Сегодня собирать все эти декларации на бумаге и формировать картотеки, это неэффективно. Всего 1400, по вашим словам. Декларантов. Отлично. Декларантов. Сотрудников прокуратуры Республики Абхазия, должностных лиц, не считая рядовых, 140. Так. По 10, 1400, по 10 140. на каждого. Один прокурор может проверить 10 в течение нескольких месяцев. Астамур, При желании, конечно. я для Астамур-то знает, но хочу для общественности немного пояснить. 1438 декларантов. А декларант, вот я могу на своем примере сказать, что я один декларант заполнил 9 деклараций. На всю всех семью, Да. Я один заполнил 9. То есть, если выводить там общую, да, это не 1438, а гораздо большее число деклараций, самих деклараций. Чансух Эдуардович, Да. у вас Астамур- огромный штат, сотни сотрудников по всей Абхазии, которые могут изыскать время, сотни сотрудников налоговой службы, сотни сотрудников прокуратуры, ОБ, МВД, СГБ. Я бы хотел уточнить, что и наша служба, и Генеральная прокуратура, и другие вышеназванные органы, они наделены законом определенными полномочиями и обязательствами. Да? Не-не-не, я имею в виду, не только этот, функционал в части исполнения данного закона является их единственной работой. К вам обращались сотрудники прокуратуры, СГБ, МВД с просьбой или даже с требованием
предоставить полную базу детализированной декларации. К вам обращались? Закон вот в действующей редакции не обязывает налоговую службу формировать электронную базу данных всех деклараций. Мы, опять же, я говорю, понимая важность существующего вопроса и значение данного закона, идем по этому пути. Идем по этому пути, по пути формирования электронной базы. И одно, Астамур, вот я бы хотел сказать, что вы говорите, что глаза закрыли на все. Ну, давайте посмотрим на декларации, опубликованные. В этих декларациях мы видим недвижимость, которая находится в индивидуальной собственности, в пользовании. Мы видим земельные участки, мы видим транспортные средства. То есть практически вся информация из декларации без деталей. Да? Единственное, что там отсутствует, это номера расчетных счетов, адреса объектов недвижимости и земельных участков, и все. Все остальное, я прошу прощения, и еще отсутствует информация об участии должностных лиц в тех или иных коммерческих организациях, то есть вот эта информация. А работа должна вестись систематическая. То есть мы не можем выдернуть одного декларанта, да, и остановиться только на нем. Мы должны обработать весь объем информации, полученной на данном этапе, отсортировать и выявить тех декларантов, которые вызывают у нас какие-то вопросы. Уверен, что часть из вопросов, которые у нас возникнут, будут в установленном порядке, значит, нам объяснены, подтверждены соответствующими документами. А если зарегистрировано или выделено на одного человека там очень большая площадь земельного участка, то мы это и в своей, так скажем, уже основной деятельности в сфере соблюдения налогового законодательства будем использовать, безусловно. Тут такая польза и для нашей непосредственной работы тоже есть. Юрий Зарандия. У большинства чиновников, как выяснилось из деклараций, нет никакого бизнеса. Как, по-вашему, им удается жить хорошо, покупать недвижимость, покупать машины, квартиры, содержать семьи на зарплату в 15 тысяч? И как вы объясните такое чудо? Вы будете искать, находить незадекларированные источники доходов? Вы сможете указать на нарушение ими закона? Ну, наверное, стоит напомнить, что в нашем законодательстве существуют ограничения в части участия значит, членов правительства в тех или иных коммерческих организациях. Это запрещено законом. Если будут выявлены такие факты, естественно, мы будем информировать о выявленных фактах и правоохранительные органы, в первую очередь Генеральную прокуратуру, и, так скажем, работодателя, который дал работу тому или иному должностному лицу, или если это выборная должность, соответственно, значит, руководителю этого декларанта. Естественно, такая работа будет проводиться. А в части того, что ну, тут же надо вопрос в целом посмотреть. Вот я могу на собственном примере, вот сейчас на всю страну заявить, как живу я. Отец семейства и 4 детей. Прошу прощения, это не совсем по-абхазски, конечно. Абсолютно не скрываю. У меня зарплата 18 тысяч рублей на моей сегодняшней должности. Каких-либо иных источников дохода, кроме моей преподавательской деятельности в АГУ, у меня нет. Такой же вопрос может ко мне возникнуть? Конечно. Я вам отвечу просто. Вся моя семья, слава богу, у меня есть отец, у меня есть мать, работают на вот мою семью. Все, можно посмотреть в декларации, какие доходы они получают.
Алька Трапша, Абхазское телевидение. Джансух Эдуардович, у меня вопрос не по основной теме встречи, но тем не менее он меня волнует. Насколько мне известно, Министерство по налогам и сборам на своем сайте запускает новую функцию, где индивидуальные предприниматели могут в личном кабинете налогоплательщика сдать отчет онлайн. Вот подробности можете рассказать про эту функцию, вообще как она будет работать? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле, нет, на самом деле мы дали такую информацию, но небольшой секретик вам открою. Завтра будет презентация новой услуги Министерства по налогам и сборам. Данная услуга заключается в том, что это еще один шаг навстречу предпринимателю в части взаимодействия с уполномоченным центральным органом, то бишь с Министерством по налогам и сборам. Данный продукт позволит индивидуальным предпринимателям в электронном варианте предоставлять необходимые расчеты, что позволит ему, не приходя в инспекцию того или иного района, значит, взаимодействовать с нами. Первое, это удобно. Второе, это в разы ускоряет процесс обмена информацией. И третье, у нас появляются дополнительные возможности контроля работы уже наших непосредственно сотрудников. То есть мы видим, что человек ввел в базу данных и что мы имеем на выходе. Я думаю, очень интересно будет. Завтра уполномоченные сотрудники будут наглядно на примере показывать, как работает этот модуль. Немного забегая вперед, хочу сказать, что данное направление мы будем развивать. Сейчас идет речь только о личном кабинете индивидуальных предпринимателей, но мы уже работаем над личными кабинетами юридических лиц. Это чуть более сложная задача, но мы тоже обязательно должны с ней справиться. Весь мир переходит и пользуется сегодня информационными технологиями, и нам отставать от вот этой тенденции, мы не имеем никакого права. Это ускоряет процессы, повышается эффективность, люди меньше мучаются, да, так скажем, им не надо стоять в очередях, ехать куда-то в район, в инспекцию. Все это будет происходить в электронном виде. На представительной позиции президент пообещал решить вопрос предоставления полной базы данных с деталями всем службам. Службе МВД, СГБ, прокуратуре, а также вашим инспекторам. Скажите, пожалуйста, связывались ли с вами президент и давал ли он вам такое поручение? Совсем недавно обсуждали с президентом исполнение данного закона. Я его информировал о результатах, которые мы имеем на текущий момент. Вот. И вот эта идея, которую мы озвучили, вот то, что я говорил, обсуждали со Стамуром, она получила поддержку со стороны президента в том числе. И мы идем по этому пути. Есть определенные технические сложности, которые мы тоже решаем, и решим их в любом случае. Но вопрос в том, что мы не можем предоставить эту электронную базу полную здесь и сейчас. Вот в чем вопрос. Вы, так сказать, четко обозначили это. В общем-то, мы знаем, что 1 августа началось представление этих деклараций, 31 был последний срок. Дальше этап какой? Вот общественность, конечно, ждет. Я понимаю, что вы не можете так же четко говорить, когда это будет, ориентировочно, приблизительно, когда-то будет представлена какая-то информация о обнаруженных несоответствиях, о каких-то нарушениях в представленных декларациях, когда общественность примерно может с этим познакомиться. Безусловно, я думаю, что какие-либо сведения оглашаться в процессе проверки не будут. Это будет некорректно и, по большому счету, проявление некомпетентности. Но по факту завершения проверочных мероприятий и точного установления факта недостоверности предоставленных данных,
я думаю, что в рамках тех полномочий, которые есть у нас по закону, мы будем информировать общественность о происходящем. Ближе к концу года у нас будет уже какая-то информация по этому вопросу. Ну, следующий год, наверное, ваша работа будет более уже Естественно, динамичнее. да, я, может быть, не сказал, мы также планируем, значит, создавать отдельное управление. Отдельное управление, оно у нас пока под рабочим названием антикоррупционное управление, которое будет непосредственно заниматься, значит, именно исполнением данного закона. Так же, как и в целом отбор специалистов и инспекторов в налоговую службу, отбор в это управление будет происходить на конкурсной основе. Мы будем объявлять конкурс, привлекать людей, беседовать с ними. Но самое главное, сейчас чем мы занимаемся? На данном этапе мы занимаемся, так скажем, правовой оболочкой всей вот этой вот, всего этого процесса. То есть я поставил задачу разработать соответствующее положение, в котором четко будут определены права, обязанности тех должностных лиц, которые будут работать в этом управлении. Цели, задачи. Чтобы у нас не получилось так, что мы наберем людей, а они не будут понимать, чем им заниматься. Все это должно быть прописано на бумаге. Вот в этом направлении мы двигаемся. От Гургун в Апсу радио, Агонпи, Атреско министра, Сарасизара, Сышали Ассар Стахоп, Бзин Апсу Шивидеру, Сдерут, Обре Анпи, Шарашу Шпахопшва, Ира декларация, Рахата, Сышали Харта, Тума, Апсу Безша, Забани Накуршина, Шарашуана, Горилыскар, Стахопу, конкретно нас Ира Астам регистрацию, Стахопу, Ганахела. Из конференции Невсон. Шарашуана, Гору, Ганахела, Илыскар, Стахоп, Убрина Джиденге, Тамач, Злашима Зала, Яха, Акад, Корекур, Шара, Харамазимко, Ишуах Шараштит, Ярбан, Вадируку, Ишпулу, Убартер Харта, Разифена. Табуб, Адгур, Абриазцара, Анба, Цурахгуха, Сазапшина, Яшу Тахазар. Ехабе закон Ишаху Алла, а декларация козиги психологии юзеров. Узиги лахкавы. Саразгуанагара, яха а декларация АДГ, агирт акядква, хия хархо, хусураджа, психологии хастги. Яха абри проблема абсу безша языку, ахучкор зиндер, абри проблема хай мачхунха. Без сахопшуй. Аха яра ауа дейроко яцу зиге и лахкавый. Абиш халаган декларация ко псифила и шумир и хадахкалом хар алцшашаму елкау. Убри накуршена абртазцара кузиги цвирцуа хата-хатала яйлыхна. Безшезцараква апхина штацана, агиртазцараква нарываргыланы, азнейша убырт рызбаш шахацбо хахопшлару. Так қастет хузгуяна год харада сарасгуяна год а закон ишахо апсу безше закон ишахо епш псишула يقصروا. يرى خطا خارطة على تونس بالشخار خورة حرة تخوم يتخوب خير بري تكنيكا بري يلا جوجلو مودرنизация электрон версии короче апсшила и озерира и фархагахом шуршус брейчкара и водею хасгуян гусарана сера программа. Харада we хус ару девит техника ганахала. Харада. Аха Арау шимбой аэротехника ганнач вазара курчин захнеанза акадыч психилы хамац. У нас довольно большое количество людей обращается лично к нам. Дайте нам, пожалуйста, контактные
данные сотрудников, и мы будем просто переадресовывать весь поток информации, который идет к нам, к вам, а вы будете обрабатывать. И к кому можно обратиться? Ну, если речь идет об информации, да, дополнительно, которая выявляется. Нарушение закона, Абсолютно незадекларированных никаких активов. проблем. Значит, телефон приемный у нас постоянно работает. Мы можем, человек, который решит обратиться к нам и сообщить какую-то информацию, всегда может позвонить в приемную. Значит, на сайте есть адрес электронной почты. Один источник. Туда можно присылать информацию. В Фейсбуке есть официальная страничка МНС. Туда можно присылать. На все вопросы вы ответили. Я думаю, Старался. более чем исчерпывающе. Старался как можно. Спасибо журналистам, спасибо гостю. Понимаю, что Астамур, как проводник этого закона, больше всех заинтересован и задавал много вопросов. В принципе, это понятно, и мы ему как бы старались не мешать в этом.